Добрый вечер. В прямом эфире новости на ТНВ. В студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Гладко на бумаге, забыли про овраги. Вы на последнем месте. Ахаргуранда. Даже вы ничего не сказали. С сессии района Рамиль Шайдуллин. Татарстанское молоко под запретом в других регионах. Республика Татарстан вошло в список неблагополучных регионов по сибирской язве. О новых правилах экспорта молока. Салават Мухаммадуллин. Салават Купырев вновь в центре внимания. Когда люди работают внутри, или там, когда люди выкладывают в первый этаж, это чисто нашему взгляду не видно. На что жалуются будущие жильцы и зачем журналистов пригласили на стройку? Аделя Коломеец. Борису Железнову 90. Но я постараюсь быть хорошим. Какие еще наши годы? О легенде Татарстана и Казанского университета Елена Новгородцева. Грамотные специалисты станут дефицитом, если не исправить ситуацию в Пестричинском районе. Сегодня Рустам Минниханов озвучил реальное положение в республиканском рейтинге образования. И пестрицы оказались последними. Если не потянуть учебу, вскоре пестричинцам не будет конкурентов по отставанию. Пугает ли сам район такая перспектива? О поездке президента Рамиль Шайдуллин. Белуга и стерлядь из пестрецов на весь мир, но пока только на фото и через Инстаграм президента. Рыбная база полного цикла с инкубаторами, замкнутым водоснабжением позволяет круглый год из мальков выращивать взрослых рыб, а их вновь доить на икру. Но этого недостаточно. В торговые сети мы еще не вышли, то есть нет объема, предложить особо пока нечего. То есть люди... Частные лица приезжают сюда. А вот пустить в дело то, чего немало, в Пестрецах смогли революционным методом. Новая разработка – компост из жидкости и куриного помета. По отдельности просто субстанции, совмещаясь биоудобрения. Опыт показал, что эффективные и, в отличие от пестицидов, безопасные. Это помидоры, выращенные в земле, которая заражена фузариозом, и в нее внесен полученный нами супрессивный компост. Вы видите, что помидоры здоровые, то есть компост обладает так называемым лечебным или фунгицидным действием. Куры на продажу, их отходы на компост. Под тематикой куриного яйца целый республиканский фестиваль. Скорлупина в прошлом году заявила о пестрецах на всю страну. Успешные форматы и идеи, выделяющие район на фоне других, начинают меркнуть из-за некоторой стагнации. Если брать демографию, то рождаемость выше смертности, но прошлый год показал, что ненамного. Большую часть пожилых пестричинцев скосил инфаркт. Пестричинский район на 37-м месте в республиканском рейтинге здравоохранения. В прошлом году от инфаркта умирало и трудоспособное население. Это прояснилось на сессии района. Однако его руководство умолчало о другом и не менее важном. В рейтинге образования вы на последнем месте. Ахаргуранда. Даже вы ничего не сказали. Результат в том, что эти дети, будут неконкурентные, потому что вы их готовите не так, как нужно. Теперь в планах пестричинцев и создание центра подготовки рабочих профессий. Сделать вывод и подтянуть знания должны все, от учеников до руководства района. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Пестричинский район. О подорожании молока и о его возможном дефиците сообщили сегодня в ряде СМИ. С 1 февраля Россельхознадзор ограничил отгрузку сырья из 25 регионов со случаями болезней животных. В списке оказался и Татарстан. Теперь наше молоко перед отправкой за пределы республики должно пройти обязательную пастеризацию. Чем это грозит производителям и покупателям? Салават Мухаммадуллин. Обмелеют ли молочные реки? Новость о том, что Россельхознадзор ограничивает поставку молока из 25 регионов страны, буквально взорвала молочную отрасль. В список попал и Татарстан. Причина – статус неблагоприятный регион по сибирской язве. При этом последний случай такого заболевания был в 2014-м. В республике сегодня выпускается более 200 наименований продукции. В России Татарстан является лидером по его производству. Ежедневно экспортируется более 900 тонн молока. С введением новых правил другие регионы могут не досчитаться привычных объемов. Тогда татарстанским производителям придется умерить свои аппетиты и, возможно, остаться без дополнительной статьи доходов. Те заболевания, которые указаны в данном постановлении, они в нашем регионе, в Республике Татарстан, отсутствуют. Жалоб от хозяйств
от сельхозтоваропроизводителей, пока в наш адрес не поступало. Жалоб к татарстанскому молоку нет и от потребителей. Татарстанское молоко мы покупаем, конечно. Оно настоящее, наше. Нормальное молоко, особенно зеленодольское, нравится мне. Очень хорошее молоко. Молоко вкусное, достаточно такие выбор огромный, поэтому выбираем его. Но не так страшен черт, как его малюют. Без молока никто не останется. Новые правила не ограничивают экспорт, а лишь дают рекомендации. Животные должны быть подвергнуты клиническому освидетельствованию, при этом в день отправки или же доения сырого молока не иметь клинических признаков по сибирской язве. В хозяйстве, где содержатся животные, не должно быть случаев сибирской язвы в течение 20 дней. А потому опасаться молочникам нечего. Более того, Управление ветеринарии правительства уже написало письмо в Россельхознадзор с просьбой пересмотреть статус Татарстана как неблагоприятный регион по сибирской язве. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Двери поставят жестяные, а дома достроят еще не скоро. Жилой комплекс Салават-Купере вновь в центре внимания. Будущие жильцы бурно обсуждают тему в интернете и обвиняют застройщиков в недобросовестной работе. Якобы по срокам они не успевают, а качество жилья оставляет желать лучшего. Сегодня на строительную площадку пригласили журналистов. Что там на самом деле происходит? Аделя Коломиец. Хорошие двери себе на дачу, а нам фанерные. Будущие жильцы Салават-Купере не стесняются в высказываниях. И все это в социальных сетях. Одни сомневаются в сроках сдачи домов, другие жалуются на качество работ. Как же все на самом деле? Дом 11/4. Мы на 5-м этаже идем в однокомнатную квартиру. Дверь у нас металлическая. Внутри квартиры чистовая отделка. Санузел полностью уже готов. Здесь у нас кухня, довольно-таки просторная комната. Кстати, сама квартира порядка 40 квадратных метров. А здесь у нас зал и тут же выход уже на балкон. Именно так будут выглядеть все 340 квартир от ПСО «Казань». Чистовая отделка у нас завершена практически на 70%. В принципе, все сети к дому подведены, все подключения есть, как можете заметить. В доме тепло. Проблем со стройматериалами нет, говорят застройщики. Все идет по плану. Все силы сейчас на дом 11/4. Его и соседние 11/2 должны сдать уже в июне. 11/3, следом 11/1 и 11/5. То есть в данный момент там кирпичная кладка на 90% закончена. Вентиляция ведется. Значит, сейчас приступаем к навесному фасаду. Устройство кровли. Нечетные дома должны сдать в сентябре. В связи с большим объемом отделочных работ весной количество рабочих на стройке увеличится почти в 3 раза. И все пойдет гораздо быстрее. Адель Коломиец, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Татарстан – лидер в рейтинге регионов по программе капитального ремонта. Об этом стало известно на Всероссийском совещании Минстрой России. В топ рейтинга по итогам реализации программы капитального ремонта домов в прошлом году вошли Тульская область, Татарстан, Владимирская область, Карелия и Тамбовская область. Правительство республики утвердило список на этот год. В него вошли 988 домов. На это потратят 5 миллиардов рублей. Пострадавших не один и не два после нашего вчерашнего репортажа о медико-диагностическом центре, куда активно зазывают пенсионеров, в редакцию сегодня не переставали поступать звонки от бывших клиентов. Истории совпадают дословно. Звонили, предлагали бесплатные сказочные услуги, с небес на землю опускали выставленные счета. Альбина Минибаева о том, как не попасться в красивые сети с опасными последствиями. Если бы они просто говорили ООО, они говорят, что диагностический центр и что берут полис, записывать номер полиса. Клиенты разные, истории одинаковые. Татьяну Иванову зазывали в медицину плюс, диагностика по госпрограмме, полис Акбарсмеда и лицензия Минздрава. А ушла она из центра с договором на оплату услуг в 90 тысяч рублей. 6 часов торчать. Это, я не знаю, наверное, любой человек может сорваться и подписать уже в полуоблачном состоянии, полуобморочном, так как я еще гипертоник. Ситуация с возмущенными и обманутыми набирает обороты. В социальных сетях оставляют многочисленные сообщения. Быть осторожными и не поддаваться на красивые слова. Развод на деньги, а не бесплатное обследование. Теперь бегаю 2 недели. Прошу расторгнуть договор. Сейчас у Татьяны Ивановой на руках акт о расторжении договора с медцентром. Но это еще не гарантирует, что она освобождена от оплаты по кредиту. Наши вчерашние герои выяснили с банком особые отношения. Соответственно, когда это медицина плюс, все эти договора вы с ней подписываете, банк уже одобряет вам кредит и перечисляет средства не на ваш счет. То есть не то, чтобы вы сами снимали деньги, да, и оплачивали эти услуги, а на счет этой ООО «Медицины плюс». Но кредит оформлен на вас, как на физлицо.
Для того, чтобы расторгнуть договор, нужно деньги с организации положить на расчетный счет, на лицевой счет клиента, то есть погасить вот этот кредитный договор, то есть закрыть его кредитный договор, и все. Банк-кредитор сообщил, что сейчас к ним поступило 2 обращения от клиентов «Медицина Плюс». С одним вопрос урегулирован, со вторым на стадии. Правда, организация вряд ли в убытке. Медцентр каждый день находит новых доверчивых пенсионеров. На диагностику меня пригласили, 3 недели приглашали. Ну, наконец-то я пришла. Ну, в общем-то... Будьте добры, покиньте помещение. А на каких основаниях вы? Вот видите, вы не трогайте, пожалуйста. А вот с журналистами здесь не церемонятся. Мы решили попросить лицензию и прескурант. Данная организация нам готова предоставить лицензию, но почему-то прескурант услуг они нам таки не могут показать. И какую ценовую политику придерживаете, какие услуги оказывают, они тоже не могут показать. Екатерина, скажите, пожалуйста, почему вы еще раз не можете нам показать прескурант услуг? Потому что это только клиентам предоставляется. Роспотребнадзор за 2 последних года получил больше 200 обращений от клиентов подобных медцентров. Есть судебная практика, когда потребители выигрывали суды. Виновные оштрафованы на 1,5 миллиона рублей. Правда, центров, которые играют на здоровье, не становится меньше. Зачастую это юрлицо называется совершенно по-иному. То есть открываются, прокрутили какой-то небольшой, наверное, объем работы, закрываются, на этом же месте открывают. Но вот на Алиу Булачин 30, насколько вот нам сведения коллеги наши предоставили, это обычное офисное помещение, стол, стул, какие-то непонятные приборы. И хотелось бы обратиться в Минздрав и прокуратуру. Пожалуйста, я не знаю, как это нужно сделать, но на основании закона закрыть эти организации. Пока пенсионерам остается надеяться на себя и не поддаваться словам «бесплатно» и «диагностика», или хотя бы до процедур требовать окончательную стоимость оказываемых услуг. Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Борису Железнову 90. Но я постараюсь быть хорошим. Какие еще наши люди? О легенде Татарстана и Казанского университета Елена Новгородцева. Какие задачи решают на селе? Отделочная работа. Поменяли канализацию, поменяли полностью сантехнику. На районной сессии Апостольского района побывал Айнияз Рахман. Продвигать совместные проекты Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем председателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясовым. В Доме правительства стороны обсудили шаги по дальнейшему партнерству двух республик. Напомним, субъекты России принимают участие в программе патроната над районами Крыма и Севастополя. В частности, Татарстан шефствует над Бахчисарайским районом. Человек-легенда, человек-история. Сегодня 90-летие отмечает прославленный ученый, доктор юридических наук, профессор Борис Железнов. Он был среди тех, кто стоял у истоков Конституции республики. О жизненном кредо талантливого человека Елена Новгородцева. Дон Кихот юридического факультета КФУ – человек железной аргументации, дорогой и любимый Борис Леонидович. Именно так, а не иначе, называют академика Железнова его ученики и студенты. В свои 90 он читает лекции. Патриот, преподаватель и поэт. Виновника торжества пришел лично поздравить и наградить первый президент республики. Я желаю вам доброго здоровья, всех благ. К сожалению, у меня нет для вас ордена. Вручите. Вот это вот, нет, это... Вы правы, значит. Она и быть не может, потому что у меня есть все ордена. Государственный советник Татарстана просто не мог не прийти. В переломные для республики времена Железнов и Шаймиев оказались на передовой. В начале 90-х нынешний юбиляр входил в состав Конституционной комиссии Верховного Совета Республики. И тогда же он представил Борису Ельцину свой план государственного устройства Российской Федерации. Вы столько сделали, чтобы мы, ребята тех лет, чтобы не совершали каких-либо серьезных ошибок, вы нас оберегали весь наш многонациональный народ. Уже одно то, что я, как говорится, дожил до этого возраста, может быть, в этом есть и большая заслуга моих коллег, моих друзей, всех, с кем я прошел по своему жизненному пути.
Почетный возраст, но Железнов как железный человек. Он до сих пор в строю. Любит студентов, любит слушать. С учениками общается не только на лекциях, но и в соцсетях. Говорит, что человек всегда должен оставаться человеком. Елена Новгородцева, Даниил Кинджаев, ТНВ Казань. В борьбе с работорговцами всегда надо держать порох сухим. Об этом сегодня заявил Фарид Мухаммедшин. Спикер парламента сегодня принимал в Госсовете координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадину Джарбусынову. Это ее первый визит в республику. Как сообщили, официально факты торговли людьми в Татарстане не зафиксированы, но превентивные меры не помешают. По подсчетам, торговля людьми сейчас второй по прибыльности нелегальный бизнес в мире. Я надеюсь, у нас торговля людьми в Татарстане не допущена. Нет, и не дай бог, чтобы это было. Но береженого Бог бережет. Для меня огромная честь сегодня иметь возможность встретиться с вами. Да, Республика Татарстан свободна от вот этого зла. Как сказал Рафаэль Габдрахманович, к сожалению, единичные факты все-таки имеются. Это что, воруют и невест не отдают, отдают замуж за невилу? Я извиняюсь, они уезжают добровольно, их взимают на работу, а там уже вдруг вместо работы получают... Обманывают. Извини, брат. Да. Это же не воровство. Сохранить молодежь на селе. Как сделать так, чтобы после окончания учебы агрономы, ветеринары возвращались в татарстанскую глубинку? Сегодня актуальный для всей республики вопрос обсуждали в Апастовском районе. Решить проблему можно только создавая городские условия для сельчан, предложил Фарид Мухаммедшин. Чем в Апастово манят своих к себе? Нияз Рахман. Семья Гатауллиных после небольшого перерыва снова с детьми в любимом садике Гульчачак. Разлука эта была связана с капитальным ремонтом учреждения. Изменилось в лучшую сторону, садик изменился, дети охотно ходят. Все нравится нам и детям тоже. 3 садика в районе попали в президентскую программу по капремонту. Есть деньги, есть работа в срок. На ремонт из республиканского бюджета выделили всего 27 миллионов рублей. Отделочная работа, поменяли канализацию, поменяли полностью сантехнику. После ремонта детский сад посетил сегодня и председатель парламента Татарстана Фарид Мухаммедшин. Детей, их здесь больше 60, привозят даже из соседних сел. Строительство жилья в районе тоже одна из главных задач. Для молодых семей это весомый аргумент, когда выбор встает между городом и селом. В деревнях 6 семей получили субсидии, а в районном центре успешно работают программы «Социальная ипотека» и «Арендное жилье». Сегодня 24 семьи стали обладателями ключей. Все успехи и неудачи, как на ладони на сессии райсовета. Объем сельхозпродукции достиг 2 миллиардов рублей. Выросла и зарплата сельчан. Строят дороги, ФАПы, обновляют клубы. За это хорошая оценка. Мы говорим о президентских программах социально-экономического развития, направленных на поддержку социальной инфраструктуры. Практически во всех программах Апастовский район участвует. 30-32 программы. Это школы, больницы, детсады, ФАПы для участковых инспекторов строительства. Руководство района уже ставит задачи на год текущие. К следующему приезду гостей в Апастово должен появиться современный водно-спортивный комплекс. Необходима реконструкция системы водоснабжения в поселке. И предстоит реализовать проект «Туристическое кольцо» Камские устья, Тетюши, Апастово, Кайвицы. Нияз Рахман, Рамзель Гарипов, ТНВ, Апастовский район. Имена Дамир, Радик, Рамиль, Ренат, Эмиль и Эльмира могут оказаться под запретом. С такой инициативой в Госдуму вышла депутат Валентина Петренко. Законопроект предполагает запрет имен, представляющих собой цифры, аббревиатуры и названия должностей. Думский комитет по вопросам семьи уже одобрил документ, но еще нет решения по именам из аббревиатур, поскольку многие из них уже прижились среди населения. Мы спросили у казанцев, как они отреагируют, если их имя окажется в запретном списке. Я вообще считаю, что это полная чушь, потому что, вот у меня сейчас имя Айрус. Меня при рождении назвали Виталий, потом я переименовал, у меня имя Айрус. То есть я имя себе выбираю то, которое хочу. Для ребенка я выберу то имя, которое я хочу. Дать такое имя, чтобы оно звучало и соответствовало его, своего имени. А закон этот ни к чему. Я буду за, если запрет будет, да, правильно. Потому что это судьба ребенка будет, ей жить этими именами. Очень раньше правильно придумывали. И больше слушаться бы Бабаев, пусть они называют. Недавно слышал, тоже дезинфекции назвали ребенка. Маленький ребенка уже испортили судьбу, я считаю. Имена, они испокон веков, эти старины шли уже
Ну, уже на слуху эти имена прекрасные, красивые, понятные всем, что-то они обозначают именно божественное, природное. Большинство опрошенных татарстанцев оценивают ситуацию в межнациональных отношениях в республике как стабильную и спокойную. Таковы результаты социологических исследований. Такие данные сегодня привели на заседание Общественного совета при Министерстве культуры. Обсудили выполнение госпрограмм по национальной политике и сохранению национальной идентичности татарского народа. Мероприятий по этим темам в минувшем году прошло около 400. 80,1% опрошенных оценили ситуацию в межнациональных отношениях как спокойную и стабильную. И о своем позитивном отношении к представителям других национальностей говорили 91,4% опрошенных. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Высокогорские школьники осваивают новые для себя технологии. Причем делают это очень успешно. Так, в копилке школы оказались 2 золотые и бронзовые медали с региональных соревнований Junior Skill. Как с лазерной точностью их готовят к победам, увидел Сергей Хайдаров. Цвет линий, должен быть толщина линий. Иначе станок может их неправильно распознать и вместо резки сделать гравировку. Самое сложное – это начать, считает победитель соревнований Junior Skills Данил Михеев. Весь процесс подготовки рисунка на компьютере, тем не менее, требует от школьников не только точности в расчетах, но и творческого подхода. Лучшие работы учеников украшают практически всю школу, а Данил, благодаря своему увлечению, дарит радость еще и своим родным. Наверное, это будет кукольный домик, который я сделал для своей племянницы. Он большой, он высотой в метр, он выше, чем моя племянница. И она очень довольна этим домиком. В лазерных технологиях Данил считается самым опытным среди сверстников. На достигнутом останавливаться не собирается. Уже пробует себя в работе с 3D-принтерами и занимается робототехникой. В 8 классе в кабинете технологии мы сидели, вырезали шкатулки. Вот. И Тагир Рашидович зашел и спросил, кто владеет CorelDRAW. Вот. Ну, на тот момент я плохо владел CorelDRAW. Меня выдали одноклассники, сказали, вон Данила может. Инициатива организовать в 3-й школе научно-творческий клуб принадлежит Тагиру Хамитову. Позитивные результаты подопечных только повышают популярность лазерных технологий среди школьников. Сейчас уже популярность растет. Сейчас ребята сами по пятам ходят, даже в школе. Когда же вы там откроете кабинет, когда же мы сможем позаниматься, когда же мы сможем что-то сделать самостоятельно. Уже в мае состоятся всероссийские соревнования Junior Skills, где татарстанские школьники смогут показать свой профессионализм. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Высокогорский район. Сегодня, в День памяти Пушкина, на всех вокзалах страны читают Евгения Онегина. К масштабному проекту присоединилась и Казань. По всей России Онегина читали десятки людей разных возрастов и профессий. Каждый из них прочел отрывок из романов в стихах. Из этих фрагментов и была составлена видеокнига длительностью 5 часов. В столице республики роман транслировали на мониторах ЖД вокзала. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жернов осуждал. Приятно удивлены, что все-таки классика, она где-то звучит. И, это очень даже интересно. Я вас любила, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей волей меня презрением наказать. Самые лучшие стихи у него были у Пушкина. И всякие прозы, лиры там. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Покусал автоинспектора. В Казани суд рассматривает дело о нанесении водителям сотруднику ДПС тяжкого вреда здоровью. Все подробности через несколько минут. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска будут на сайте телекомпании «Деловые новости республики» в интернет-газете «Реальное время». Далее выпуски новости спорта и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. 25 февраля. Пирамида. Звезды татарской эстрады. Хания Фархи, Ришат Тухватуллин, Зайнаб Фархидинова, Зуфар Билалов, Филюс Кагиров и многие другие на вручение 4-й национальной музыкальной премии «Болгар Радиусы». Не пропусти самое яркое шоу года. Для лиц старше 6 лет. Альметьевский татарский государственный драматический театр приглашает вас с 19 по 22 февраля на свои лучшие спектакли. Ждем вас в театре Камала. Билеты на кассе театра.
Только с 1 по 28 февраля акция для всех. Цена на путевку 1450 рублей в сутки с лечением. Санаторий Ливадия, Казань. Начни неделю с газетой «Метро Казань». Читай вместе с Москвой, Парижем, Лондоном и Римом. «Метро Казань». Читаешь ты, читает весь мир. Акция только в феврале. Газобетонные блоки по 2 800 рублей кубический метр и кирпич по 8,24 рубля штука. Хранение до конца мая бесплатно. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Автоцентр марка Nissan заявляет: торг уместен. Ищешь новый Nissan на лучших условиях? Приходи, поторгуемся. О цене договоримся и подарками завалим. Казань, Чуйкова, 54Б. Звони 4 пятерки 3 единицы. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Выключи стресс, включи релакс. Радио Релакс FM. Закончилась гарантия? Это к выгодному сервису. В феврале комплексная диагностика для автомобилей Toyota, Nissan, Mazda 350 рублей. Мойка в подарок. Sky Service. Сеть сервисных центров по ремонту автомобилей различных марок. 235 35 55. Только в феврале. Лада Веста с выгодой до 56 900. Лада Гранта до 87 900. И Лада X-Ray до 109 900. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр Парус. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В Казань пожаловал легендарный мадридский Реал. Пусть не футбольный во главе с Криштиану Роналду, однако не менее титулованный. Баскетболисты Испании приехали сразиться против Уникса в рамках Евролиги. Кадровые потери сильно мешают казанцам. В строй вернулись Коти Кларк и Хайкин Колом, а на прошлой неделе выбыл Вадим Панин. За 2 дня до встречи с Реалом на тренировке сломал палец и пропустят месяц-другой капитан Уникса Костас Каймакоглу. Но и в таком усеченном составе казанцы выглядели достойно. После третьей четверти команда Евгения Пашутина вела в счете. Однако концовка вновь не удалась. Итоговый счет 77-81 в пользу гостей. 24 февраля Уникс сыграет в Афинах с Панатинаикосом. К новостям хоккея. Сразу 3 игрока Акбарса приняли участие в дебютном матче Евротура. На шведских хоккейных играх сборная России принимала Финляндию. Защитники Дамир Мусин и Альберт Ярулин вышли на площадку в одной паре. А форварду Акбарса Владимиру Ткачеву в качестве партнеров определили Кирилла Капризова и Анатолия Голышева. Первую шайбу болельщики смогли увидеть в концовке второго периода. Отличился Алексей Кручинин. На старте заключительной части игры финны все же сравнивают результат. Шайбу на свой счет записал Олли Палола. Когда дело шло к овертайму, россияне все-таки вырвали победу в поединке. Результативную передачу отдал Владимир Ткачев, после чего Анатолий Голышев пробил в угол ворот. Завтра команда играет со сборной Швеции. И в завершении к стендовой стрельбе. Татарстанский спортсмен Василий Мосин завоевал 2 серебра Гран-при Кипра. Турнир прошел на Олимпийском стрельбище в Ларнаке. Василий Мосин, он стал вторым в личном зачете, а также в команде вместе с Александром Фурасевым и Александром Филипповым. Россияне уступили всего 3 очка итальянцам, которые стали победителями командного турнира. Еще одну награду завоевал татарстанец Александр Филиппов в соревновании юниоров. Он поразил 118 мишеней из 150, что позволило выиграть бронзовую медаль. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте, поговорим о погоде. В предстоящие сутки погода в районах будет отличаться. На юго-востоке Татарстана облачно, пройдет небольшой снег. Ночью будет до 20 градусов мороза, а днем же до минус 16 градусов. На северо-востоке облачно, без существенных осадков. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит около 17 градусов мороза. На севере республики не исключен небольшой снег. Ночью минус 20, днем же до 17 градусов ниже 0. На северо-западе осадки будут маловероятны. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит около 15 градусов мороза. На юго-западе ночью минус 9, днем же до 15 градусов мороза и без осадков. В центральном районе республики облачно, ночью небольшой снег и минус 17 градусов, днем же температура воздуха составит до 14 градусов мороза. В последующие сутки ночью подморозит, дневные же температуры не изменятся. Предстоящей ночью в Казани ожидается снег до 11 градусов мороза. Днем будет пасмурно и до 12 градусов ниже 0. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. Всего доброго!